числе журналистской братьи политический обозреватель ВГТРК России Павел Зарубин. В пресс-центре журналист кремлевского пула практически не сидит. Ищет детали, уточняет информацию. От его меткого взгляда не ускользнет ни одна деталь. Он не только все подмечает, но и мастерски владеет искусством передачи новостей телезрителям. Несмотря на то, что на его профессиональном счету десятки мероприятий мирового масштаба, сегодня он чувствует особую ответственность. Ведь председательство ШОС переходит от Кыргызстана к России. На любой саммит это всегда интересно и всегда необычно, потому что на любом саммите всегда происходит что-то новое. Казалось бы, можно уже привыкнуть к организационным каким-то моментам, но политически всегда все в чем-то отличается на любом саммите. В пресс-центре созданы все необходимые условия как для пишущих, так и для телевизионных корреспондентов. В здании установлен высокоскоростной Wi-Fi, организаторы выдают справочную информацию на нескольких языках. Это очень важное мероприятие. Между участниками ШОС есть не только экономические связи, но и культурно-гуманитарные. Кроме того, весьма актуальны вопросы безопасности. Всего около 100 местных и свыше 500 зарубежных журналистов освещают работу саммита ШОС. Пока одни готовят аналитические репортажи, другие передают последние новости в прямом эфире. Каждый саммит ШОС, он, конечно же, представляет собой важное, можно сказать, без преувеличения историческое событие, потому что определяются новые пути дальнейшего развития данной авторитетной международной структуры. И данный саммит ШОС также станет очень важным шагом в дальнейшем развитии сотрудничества между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества. Ход заседания в прямом эфире транслирует и телеканал «Алато-24» общественной телерадиовещательной корпорации. К прямым трансляциям подключились и зарубежные телеканалы. Бермет Курманбекова, Акмарал Акылбекова, Нургуль Саматова и Аскар Уланулу. «Алато-24».